Работник автопарка был контактным с заразившимся коронавирусом. Работа общественного транспорта по городу приостанавливается. Не знаю, как это было для людей. Это для меня было, во-первых, как шоком. Нам нужно, чтобы общественный транспорт ездил каждый день. Первые 2 дня мы ездили на такси, кто как мог. Я утром иду пешком. Нечто есть такое, что можем заразиться. Но в автобусных парках не очень хорошая финансовая ситуация. 300 тысяч пассажиров в сутки, 90 маршрутов, более 1000 автобусов. Все это в один день пропало со столичных дорог из-за коронавируса. С 30 марта с введением строгого карантина в Нур-Султане решено остановить работу всего общественного транспорта. Невидимый враг COVID-19 сделал то, что было не под силу ни гололеду, ни большим праздникам, ни суровым столичным буранам. С момента введения режима ЧП график работы общественного транспорта Нур-Султана сократили. Сначала на несколько часов, потом строго до 7 вечера. Усилили санобработку салонов после каждого круга. Мыли остановки. Первую часть, получается, огородили водителя, соответственно, красными ленточками, чтобы люди заходили через вторые и последние двери заходили. Это тоже как раз-таки снижает риск распространения коронавируса. Помимо него, получается, мы на период карантина исключили оплату наличными средствами. Но все понимали, место, где собираются десятки людей одновременно, трудно сохранить безопасным. В конце марта водитель городского автопарка оказался в числе первых зараженных. Этот факт еще раз показывает то, насколько опасна инфекция. Работник автопарка был контактным с заразившимся коронавирусом. Поэтому в целях безопасности наших горожан, а также работников автопарка, мы полностью автопарк закрыли на карантин, провели дезинфекцию самого парка и автобусов. Без жестких мер нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля работа общественного транспорта по городу приостанавливается. Безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья. Эту неделю уже все равно объявили нерабочей для всех. Закрылись магазины, салоны красоты, курсы, мастерские. Госкомиссия утвердила список предприятий, которым разрешили работать. Это больницы, полиция, продуктовые магазины, коммунальные службы. Виктор Климченко четверть века за рулем автобуса. Говорит, было трудно принять, что он останется без работы, а работающие горожане без возможности передвигаться. Столица не тот город, который можно обойти пешком. Нет, такого не было. Весь, чтобы транспорт, чтобы пассажирские перевозки останавливались, такое первый раз. Я даже не знаю, как это было для людей. Это для меня было, во-первых, как шоком. Тоже, как люди будут дальше. На тот момент у нас порядка 300 тысяч населения ежедневно двигалось общественным транспортом. Поэтому целесообразно было, конечно, это все. Да, не просто в этой ситуации остановить общественный транспорт. Конечно, люди очень сильно это переживали, и с водителями большую работу проводили, потому что они тоже понимали, что они находятся под риском. Но на сегодняшний день, учитывая мировые практики, наша компания также вышла с инициативой оперативный штаб о том, что необходимо по регламенту останавливать общественный транспорт. Это те меры, которые позволяют не распространять вирус. Рискуют и те, чья работа жизненно важна для всего города. Их долг – лечить, защищать, кормить, подавать без перебоев свет, воду, тепло и связь. Поэтому для многих трудовой график стал напряженным. В городе-миллионнике это 1000 работников. Не у всех есть автомобили. Многие живут в пригороде. А для тех, кто на передовой по борьбе с инфекцией, мы поможем обеспечением транспорта. Городским властям нужно было очень оперативно решить вопрос с доставкой врачей, полицейских, коммунальщиков к рабочему месту. Часть автобусов, которые готовились уйти на простой, снова вернулись на дороге, уже по новым маршрутам. Это же было все стихийно, воскресенье же. 5 часов сказали посчитать количество людей, разработать маршруты. Мы где-то ночью нам поступили водители автобуса, мы всем обзвонили, мы назначили старших. Проблем нет с автобусами. Спасибо автобусному парку, акимату нашему города, потому что людей доставить в такое количество, конечно, тяжело. Развести их потом после смены уставших. В НИИ травматологии и ортопедии только в дневную смену выходит больше сотни сотрудников. Теперь их собирают по городу и доставляют к воротам института 3 городских автобуса. Вечером привозят новую смену, отработавших развозят по домам. Это экономит медработникам время, силы и деньги.
Это очень удобно, чтобы растраты меньше. Я, получается, уже со смены вышла и еду домой. Очень удобно. Утром забирают. Никаких часов пик, зайцев и скандалистов. Теперь городские автобусы возят только самых дисциплинированных пассажиров и самых нужных. Это медицинские работники. Власти города решили доставлять их прямо к месту работы. Лаборантов, медсестер, врачей возят с комфортом. По нормам не положено, чтобы в салоне было больше 25 человек. Травматологию вожу. Здесь нету, по-моему, такой инфекционной. Вроде бы. Не общаюсь я с ними. Дисциплинированно. Дисциплинированно, да. Они все сзади сидят. Маршрут как-то уже накатанный, знают все уже, кто куда едет. Мы предохраняемся, вот дизраствор есть. Каждый раз, 2 раза в день моем автобус. Требования к водителям и автобусам повысили в разы. Помимо того, что машины полностью моют и обеззараживают на мойках, перед каждым рейсом водитель обрабатывает дизраствором поручни и панели. Салоннан микроб нелер өлү үчүн дезинфекция бизге дизраствор берилет. Таңертең күндө таңертеңде куюп аламыз дизраствордон. Теперь вместо оплаты на валидаторе водитель следит за тем, чтобы пассажиры обрабатывали руки. Впрочем, ездят в основном медработники, напоминать им не приходится. После массового заражения почти 150 медиков в клинической больнице Алматы даже скептикам стало понятно, насколько коварен коронавирус. Да, конечно, есть такое, что можем заразиться. То делаем, чтобы вот это все, чтобы не было, мыть руки, там, антисептики. После работы обязательно дезинфекцию, автобус полностью проходим. И дома тоже, детей, у меня 4 детей, тоже стараюсь, там, не заходя дома, все это снять, помыть руки, там, антисептиком все. Я берегусь, короче. И жена меня оберегает, и семью нашу оберегает, потому что почти все сидят дома, один я выхожу. Вот. То есть я прихожу домой, сразу меня всего обрабатывают, только приняв душ, уже одев домашнюю одежду, потом уже как-то расслабляются. Теперь водители проходят тройной контроль. Если и раньше строго следили за их самочувствием, измеряли давление, проверяли на остаточные явления алкоголя, то теперь перед выходом на линию замеряют и температуру, напоминают о тревожных симптомах. В первую очередь дома оставили всех, кто старше 55 лет. Они в группе риска. Выбор был, у нас начальство сказали, кто хочет, может пойти на бессодержание или отпуск. Ну, я выбрал, я остался. Хочу работать, тоже какую-то пользу приносить. Врачи нам помогают, а мы должны им помочь. Труд у них сейчас еще сложнее стал, опаснее. Мы работаем, чтобы сократить им время в дороге, чтобы медики свои силы поберегли. Сотрудницы многопрофильной детской больницы в долгу не остались. Медсестры даже написали благодарственное письмо водителям, которые развозят их утром и вечером. Говорят, теперь тратят на дорогу с правого на левый берег в 2 раза меньше времени. В нынешних условиях, делится лаборант Татьяна Волошина, это дорогого стоит. График на работу напряженным стал очень сильно. Очень нервная работа стала. Достаточно долго, там 1:20 ехала, вот так вот. Там иногда 1,5 часа по пробкам. Это сейчас, да, быстрее все происходит гораздо. Ну, удобнее, места есть свободные, не надо стоять, психовать, вот это вот все. Ну, проработали эту систему, достаточно позаботились о нас. Это плюс основной нашей администрации. В этом плане остались довольны. Буквально в течение 40 минут мы уже на работе. И точно так же и до дома, потому что ни пробок, ничего нету. Мы очень благодарны за это. Строгий карантин затянулся на месяц. Каждый день все это время городские автобусы развозят по утвержденным маршрутам почти 7000 человек. С постепенным введением новых предприятий в работу списки компаний планируют увеличить. Пока обслуживают 61 организацию, из них больше половины медицинские, 8 строительных компаний. Также это операторы Айкомек, сотрудники полиции, департамента казначейства, центра занятости, кризисного центра, Астана теплотранзита. Кстати, с этой недели тепловики начали возвращаться к обычному режиму работы. Первые 2 дня мы ездили на такси, кто как мог. А сейчас вот как дали нам автобус, у нас все нормализовалось. Все постоянно успеваем, все хорошо. На работу вот привозят заказной автобус, все условия созданы для работников. Вот сегодня уже у нас стало
часы добавились, как старые раньше времена, по старой схеме. Вот, добавилось 2 часа и на улучшение. Но когда пойдет на улучшение в самих автопарках, пока не знают. Из 1500 водителей на работу выходят только 200. Основная часть, конечно, работников, они по графику вышли без содержания. Кто на 2 недели, кто на 3 недели. Вот. По первому автобусному парку есть график по водителям, чтобы люди могли зарабатывать. По остальным частным паркам пока временно люди отправили свой персонал без содержания. В целом. Ну, занимаемся вопросами выплаты 42 500 для каждого работника, который сегодня не получает зарплату. До введения карантина в столичных автобусах насчитывалось до 750 тысяч ежедневных поездок. Если каждую считать в 90 тенге, то при самых скромных подсчетах перевозчики теряют более 60 миллионов тенге в день простоя. Ну, в целом, на сегодняшний день, конечно, в автобусных парках не очень хорошая финансовая ситуация. Здесь, благодаря поддержке нашего акима Алтая Сидировича, мы на очередном уточнении получили, парки получают субсидии. То есть за счет субсидий, я считаю, что мы сможем выправить эту ситуацию. Как это скажется на будущих тарифах, пока никто не считал. К слову, в городе этой весной только пересмотрели тарифную политику. С 28 марта проезд для всех горожан до 18 лет сделали бесплатным. Но эпидемия так и не дала людям ощутить прелести и новшества. Кроме того, многие успели купить проездные билеты на апрель, но так и не смогли ими воспользоваться. Те люди, которые приобрели проездные, они могут не беспокоиться. Почему? Потому что данные проездные не сгорят. Мы сделаем так, чтобы в системе, чтобы эти проездные были доступны и чтобы могли пользоваться этими проездными в мае месяце, то есть в следующем месяце. Обычно до карантинных мер у нас данное количество составляло порядка 25 тысяч проездных ежемесячно. То есть, соответственно, мы их сейчас будем перекидывать на следующий месяц. То есть деньги не сгорят. После анализа выяснилось, что месячных проездных продано всего 815. Все автоматически переведут на следующий месяц. Кроме того, если на детском проездном остались деньги по транспортному кошельку, их можно будет обналичить в центральной кассе. Все эти новшества, которые мы запустили, именно вот эти различные тарифы, возможности, наборы поездок, которые с возможностью пересадки, они все уже запустились 28 марта. Как только общественный транспорт заработает, все эти тарифы будут доступны на всех наших удаленных сервисах, на наших терминалах, на наших кассах, то есть люди могут воспользоваться. Работники департамента транспортного контроля компании СТС помогают и на блокпостах, проверяют пассажирский и грузовой транспорт, есть ли разрешительные документы. Также сотрудники транспортной компании организуют работу в оперативном штабе. Люди трудятся в Центре управления трафиком, Центре диспетчеризации. Они круглосуточно отвечают за регулирование движения на улицах. Для нашего города, скажем так, ну вообще для нашей страны это, конечно, очень такое жесткое испытание в целом. Но я считаю, что не только я считаю, вообще в целом наша вся компания понимает то, что лучше сейчас какие-то сделать ограничения, понятные, четкие, ясные, да, на, там, условно, на месяц, чтобы потом уже не возвращаться к этому. Потому что, не доделав одно, мы так и будем весь год бороться непонятно с чем. Сейчас городские автобусы отвозят домой в регионы тех, кто провел 14 дней карантина в столичных клиниках после загранпоездок. Когда выясняется, что результат отрицательный, людей формируют в группы и отправляют домой в Караганду или Кокшетау. К слову, о здоровье заразившегося коронавирусом водителя первого автопарка пока не дают никакой информации. Но его коллеги надеются, что он идет на поправку. И скоро все вернутся к обычной жизни. И здесь только одно условие, чтобы все горожане соблюдали требования карантина. И думаю, что это самый лучший способ в данном случае помочь нашим медикам. Что мы можем такое большое и маленькое сделать, я думаю, да, это как раз-таки сидеть дома. Продолжайте сидеть дальше дома, соблюдайте режим. Вот так вот, что еще? Терпите. Все это закончится и придут хорошие времена. Чем мы лучше, скажем так, проведем и грамотнее, и качественнее проведем режим самоизоляции, тем быстрее мы выйдем из этой непростой ситуации. Ну, спокойнее, но все равно с пассажирами лучше работать.